Добрый день. Мы очень серьезно относимся к обращению Владимира Владимировича Путина, к обращению Собянина. Значит, массовые мероприятия, какие-то лишние контакты, все это мы, конечно, во внимание взяли. Но в то же самое время, значит, чтобы штаб действовал и штаб продолжал работать, мы сейчас будем работать в режиме онлайн. Мы приготовили интересные программы, они связаны с историей татарского народа. Мы приготовили интересные программы мусульманские, так как у нас скоро начинается ифтар. Все уже мы должны к этому морально готовиться, значит, настраиваться. Все должны, во-первых, понимать, что это такое ифтар. С пониманием, с осознанием каждый должен к этому отнестись. И, значит, сегодняшняя наша задача – это вот нашим волонтерам объяснить, как, чтобы они взяли во внимание все пожилых людей, родственников своих, чтобы они справлялись о здоровье, может, продуктов принести, может, как-то, значит, стараться избежать контактов, но с пожилых людей не забывать. При штабе татар у нас есть совет аксакалов, 150 человек. Вот каждый день мы их обзваниваем. Это ученые, академики, доктора наук. У нас уникальный совет аксакалов. Такого совета аксакалов нет ни в одной нации, нет ни в одной, значит, организации. У нас там по количеству академиков, генералов, героев, докторов наук. Вот, они для нас очень дороги. У нас есть 3 человека в Совете Аксакала, которые перешагнули 90-летний рубеж. У нас 20 человек, которым за 85. Это очень заслуженные, именитые, значит, такие люди. О них заботу мы, конечно, проявляем ежедневно. На весь этот период у нас мероприятия в штабе закрываются в штабе мероприятий, пока, значит, никаких не планируется. Все будет у нас в онлайн-режиме. Также хотел бы всем порекомендовать, поскольку время у нас будет, посмотреть наши уникальные, как мы считаем, интересные, познавательные фильмы на нашем канале YouTube. У нас сейчас 6500 подписчиков, у нас почти 600 фильмов, да? Вот, и очень настоятельно попросили бы всех писать отзывы, писать комментарии, смотреть наши каналы. Вот, поэтому штаб у нас будет действовать в таком режиме сейчас. Вы знаете, здесь мы же татарская нация. Татарская нация всегда были какие-то, особенно татарской нации, всегда были какие-то сюрпризы, какие-то, значит, катаклизмы. Мы к этому морально готовы, очень оптимистично к этому настроены. Мы думаем, что, значит, без потерь, без происшествий мы этот сложный период для Москвы, для России, мы его все вместе сообща преодолеем. Здравствуйте, я психолог, меня зовут Лилия Гадель, и я очень много прочитала научных статей об этом вирусе, который нас всех вот так накрыл, всю планету, остановил, все мы замерли. Все, что я узнала, можно суммировать в следующие несколько тезисов. Первое. Болеть будут практически все. Второе. Болеть будут все в разной степени сложности, да, то есть те, у кого хороший иммунитет, сильный иммунитет, те переболеют в легкой форме, либо вообще не заметят, как это произошло. Те, у кого слабый иммунитет, переболеют в сложной форме. И есть еще одна составляющая для того, чтобы переболеть в более легкой форме. Я как психолог точно могу сказать, что очень важно, в каком вы сейчас находитесь психологическом состоянии, какой у вас настрой. Если вы в панике, если вы в сильном таком тревожном состоянии, то, естественно, иммунитет будет слабеть. Именно ваше психологическое состояние ослабит вашу физиологию. Поэтому я, правда, призываю вас всех к тому, что эту ситуацию нужно прежде всего принять как текущий момент вашей жизни. Это случилось, это нужно пережить. Не нужно придумывать себе страшные сценарии, прежде чем все это произойдет. Возможно, вы переболеете в очень легкой форме, и вашу семью не коснутся какие-то страшные последствия этой болезни. Не можем мы ее предотвратить, мы можем только себя оберегать. Верите в маски, носите маски, мойте руки, старайтесь меньше общаться с людьми. Все это лишь для того, чтобы медленнее распространялась болезнь, и у наших медиков была возможность всем максимально помочь, а не выбирать, как в военные времена, кто сильнее, того и спасаем. Остальных, увы, придется
оставить за бортом. Поэтому только от вас зависит, как быстро мы переживем эту трагедию большую, да, и как можно быстрее мы вернемся к нормальной жизни. Чувствуйте себя сильными, и вы будете сильными, даже перед лицом этого вируса. Дорогие друзья, скажем коронавирусу нет. Оставайтесь дома. Не выходите в людные места. Проводите профилактику, дезинфекцию. Мойте руки. И еще раз, наверное, не появляйтесь в публичных местах. Мы сейчас все вместе находимся под, так сказать, такой эпидемией, чем-то схожей с войной. Мы вместе с нашим президентом, который сейчас делает все возможное для того, чтобы, так сказать, принять меры и не допустить большой-большой эпидемии, чтобы нас спасти. И, естественно, в этом единении мы все вместе. Добрый день, дорогие россияне, дорогие люди мира. Я хотел бы в этот непростой период для всего человечества сказать вам, что нужно сохранять бодрость духа, хорошее состояние души и быть абсолютно уверенными в том, что мы справимся с этой задачей, если в наших душах будет мир, гармония, любовь друг к другу, желание помочь. Это та основа, тот климат, в котором мы действительно скорее преодолеем все проблемы, которые возникают не только медицинского характера, не только экономического, политического. Поэтому это самое важное – сохранять спокойствие и в спокойном режиме принимать все необходимые меры. Что бы я еще вам хотел сказать, что, может быть, этот период, пусть будем искать во всем позитивные стороны. Например, я уже знаю, что в Венеции уже чистая вода стала течь в их реках, где было очень грязно. Может быть, природа немножко отдохнет, как и мы, от суеты, от вот этого всего напряжения, от какой-то гонки. И мы осознаем, что все-таки цене жизни, любви, добра, вот этих качеств ничего нет, и это самое главное. И когда мы вновь вернемся в обычный режим жизнедеятельности, чтобы мы поняли, что все нужно делать для любви, ради любви и во имя прекрасного. Тогда, я думаю, все негативное, что сейчас происходит, мы сможем преобразить в позитив. Ну и вообще любое время нужно воспринимать как стимул, толчок для саморазвития, для какого-то движения вперед, потому что тот, кто не сдается, он всегда побеждает. И история человечества нам это доказывает, что после тяжелых периодов начинается воскресение, возрождение, приходят новые идеи, жажда жизни, благодарность к тому, что есть, а значит устремление вперед. Поэтому я желаю всем бодрости духа, любви. И знаете, с нами Бог, с нами Аллах, да, мы каждый по-разному его называет, но это самое важное – любить друг друга и знать, что мы сильны победить любую проблему, которая возникает на жизненном пути человека. Спасибо.